Здравствуйте! О главных событиях недели минувшей позвольте замолвить несколько строк. Я Тимаев. Поехали! Неделя началась с события условно хорошего. В столице стартовал месячник, посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом. Точки для бесплатного тестирования на ВИЧ, гепатиты Б и С были развернуты на 6 крупных рынках Бишкека. Анализы принимаются с 10 утра до 3 после полудня. Желающие могут пройти медобследование 29 ноября на территории торгового комплекса «Мадина», а 30 ноября уже на рынке Дордой-Дейкан. Повод для тревоги, безусловно, есть. По данным Республиканского центра СПИД, на 1 ноября уходящего года в Кыргызстане зарегистрировано более 10 тысяч ВИЧ-положительных случаев. За 10 месяцев вирус диагностировали у 500 человек, среди которых 30 детей. Ну а дальше понеслось. На протяжении всей рабочей недели наиболее обсуждаемой темой стали почти ежедневные собрания конституционного совещания. И как только не крутили, чего только не хотели и не говорили достопочтенные представители коллегиального органа. Но по порядку. Председатель общества Кыргыз-Джулу Кадырбек Кашалиев предложил переименовать страну в Кыргызскую Народную Республику. Объяснил свое требование тем, что раз уж вводится понятие Курултая, то и звучать страна должна по-народному. Отклонено, в соцсетях раскритиковано. Едем дальше. В этот же день еще один участник собрания, Нааманджан Аркабаев, предложил убрать из Конституции понятие «светское государство». Словосочетание необходимо заменить на «страну, основанной на передовой науке и культуре». Но не дает покоя светлым умам это словосочетание. Против определения светкости, до этого, стоит напомнить, уже выступал руководитель Госкомитета по делам религии Акин Токтаналиев. По его мнению, Кыргызстан сохранился лишь благодаря исламу. На другом слете вершителей судьбы государства активист Мурат Назарматов потребовал, чтобы в законе прописали норму, обязывающую кыргызстанцев голосовать. Вот, мол, электорат большой, а исполняет свой гражданский долг шиш да маленько. Фокус не удался, в пух и прах от коллег по цеху. Кстати, о прахе. Действительно, с дельной инициативой выступил пенсионер Болот Карамуратов. Он предложил хоронить усопших за счет государства. Ну и чтобы участок земли под ритуальный обряд выделялся бесплатно. Принято. В Конституции ввели новую статью, дающую право на погребение после смерти. Правда, механизм ее реализации предстоит дорабатывать позже. Слишком много открытых и спорных вопросов существует по части участков захоронений. Наиболее обсуждаемой стали темы на языковую тематику. Абдулдаджан Акматалиев предложил прописать в основном законе кыргызский как язык общения других наций. Приз зрительских симпатий, вернее общественных антипатий, улетел Садердину Туралиеву. Он отличился инициативой о лишении русского языка официального статуса. Ясен пень, члены Конституционного совещания ее отклонили. Реакция на такое заявление со стороны общества, Белого дома и даже России последовала незамедлительно. Заявление подверглось жесткой критике. Ну, что-то ведь со статусом делать-то надо. А давайте вторым официальным бахнем английским, предложил уже экс-глава департамента туризма Максат Чакиев. По его словам, английский язык один из самых популярных, ну с этим не поспоришь, распространенных и поможет Кыргызстану интегрироваться в международное сообщество. А вот в случае принятия этого предложения ученикам придется заниматься усерднее. Школьникам хотят накинуть 2 года. На конституционном совещании предложили ввести обязательное среднее образование. Инициатор Каныбек Осмонариев возмущен тем, что большинство школьников перестают учиться после 9 класса. И приводит в пример страны, где даже высшее образование сделали обязательным. Он уверен, если прописать такую поправку, государство и родители обязаны будут обеспечить детей средним образованием. 7 кандидатов в президенты выступили перед общественностью и поделились своим мнением о предстоящем выборном процессе, который намечен на 10 января будущего года. Некоторые из них считают, что так называемая грязная игра началась еще до предвыборной гонки. Был использован административный ресурс. Догадайтесь, кем? Мы все с вами были свидетелями, что за очень короткое время Кадыр Джапаров объездил все регионы. При этом все его речи носили предвыборный характер. Предвыборная агитация, она начинается с определенного периода, а до этого периода она законом запрещена. И это, на наш взгляд, является использованием административного ресурса. Возмущение собравшихся вызвало интервью Садыра Джапарова одному интернет-изданию накануне. В нем бывший ИО президента нелестно отозвался о своих оппонентах и электорате. По крайней мере, так заявил один из кандидатов. Когда мы своих политических оппонентов называем такими эпитетами, как «бузуку», я прошу прощения, я не могу перевести на русский язык в полной мере. Я думаю, посмотрите словарь.
потому что это емкое слово Бузуку, но очень негативное. Такие заявления могут привести к расколу общества. Это были наиболее значимые новости уходящей недели. Творческая группа «Сфера» всегда рада вашим оценкам и комментариям. Не болейте. До встречи.